Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koymuşlar. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koygenler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Знай, мой друг, вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенный, изливать покуда не спеши. Может, друг твой сам поторопился и тебя обидел невзначай. Провинился друг и повинился, ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легче мы своих друзей теряем, обретаем их куда трудней. Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не вини его, вини дорогу, и коня не торопись менять. Люди, я прошу вас, ради Бога, не стесняйтесь доброты своей. На земле друзей не так уж много, опасайтесь потерять друзей. Я иных придерживался правил, в слабости усматривая зло. Сколько в жизни я друзей оставил, сколько от меня друзей ушло. После было всякого немало, и бывало на путях крутых, как я каялся, как не хватало мне друзей потерянных моих. И теперь я всех вас видеть жажду, некогда любившие меня, мною не прощенные однажды, или не простившие меня. Мы живем в огромном мире, и этот мир меняется ежечасно настолько быстро, что зачастую мы просто не успеваем следить за его изменениями. Осталось ли в нем место слову «дружба», и если да, то что оно означает в формате нашего времени? Что такое дружба? Прежде всего, дружба – это мир, спокойствие, благоденствие. Это все дружба. Когда люди уважают друг друга, ценят друг друга, тогда и будет мир. Но если когда человек уважает только себя, свою нацию, свою культуру и не видит ценности других народов, там не может быть мира никогда. Мир, когда человек понимает, что каждый человек, рожденный Богом на эту землю, имеет право на свою культуру, на свой язык, на свою жизнь. И мы должны уважать друг друга. Это и есть дружба народов. Уважение друг друга – это и есть дружба между людьми. А дружба дает вот нам мир. И я считаю, что женщина предназначена для того, чтобы создавать дружбу и мир в своих домах. Многие работники телевидения не знают, что такое рейтинг. Рейтинг – это не количество просмотров. Рейтинг – это оценка продукта, выпускаемого СМИ, которую он получает после просмотра программы. Большинство людей, не смотря телевизор, и не знают, какие передачи сегодня предлагают своим зрителям телеканалы.
Сегодня в эфире 100-й выпуск программы «Мост дружбы», выходящий уже 3 года. Мы не работали на рейтинг, мы хотели навести мосты дружбы между людьми, странами, государствами и учреждениями. Мы планомерно достигаем этой цели. У нашей программы появилось за это время много друзей, и большое количество зрителей полюбило нашу передачу. Эта передача у нас пойдет 100-й выпуск. Юбилейный выпуск. Вы принимаете в этом... Для меня большая честь, что я попал прямо на 100-й выпуск. Да. И, безусловно, я хочу сказать о той неоценимой роли, той роли, которую вносит ваша передача в укрепление наших межгосударственных отношений, отношений дружбы. Это та работа, может, которая и невидима, но она дает самый большой эффект, потому что мы боремся за, имеется в виду, за то, чтобы между нами, нашими странами, нашими народами, в первую очередь, да, всегда оставались и улучшались эти наши отношения братского характера, потому что у нас есть общая история, у нас есть настоящее, у нас есть общее будущее, я думаю. Спасибо большое. Мы будем и далее продолжать стремиться к своей цели. Первой задачей для нас с момента основания медиа Туркел было налаживание дружеских отношений. Вот поэтому сегодня «Мост дружбы» — это наш бренд, знаменующий основную идею всей нашей работы. Sizin nezdinizde bütün Bişkekli kardeşlerimize, Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Я приветствую через вашу программу всех кыргызстанцев. У меня был шанс побывать в Бишкеке. Как сказал покойный президент Азербайджана Гейдар Алиев, Азербайджан и Турция одна нация, 2 государства. А я говорю, что мы одна нация, 7 государств, включая республики Центральной Азии. Несколько лет назад я посетил Бишкек во время конференции Всемирной ассоциации инженеров и архитекторов Турции и стал свидетелем того, что кыргызский народ очень гостеприимный. Воспользовавшись моментом, хотел бы выразить свою благодарность народу Кыргызстана из-за теплого отношения к нам. Также во время этой поездки принимал участие в подписании протокола о городе между нашими мэрами. Но мы бы не хотели бы, чтобы это осталось на бумаге. Мы намерены и дальше развивать наши отношения, несмотря на то, что мы живем в разных странах, наши корни, религии, традиции и обычаи едины. Мы просто находимся в разных географических регионах, но наше сердце бьется вместе. Для нас и Бишкек, и Баку, и Астана, Трабзон. Под этим названием наши программы транслировались в разных странах. В Турции, Казахстане. Есть еще несколько стран, где наши программы будут транслироваться под этим названием. Но об этом подробнее мы вам расскажем чуть позже.
Одна из важнейших задач для нас – раскрыть для мирового сообщества всю красоту и удивительную самобытность независимой Кыргызской республики, ее историю, культуру, туристический потенциал, достопримечательности, традиции и другие особенности. Мы делаем то же самое в наших печатных СМИ. Кыргызстан для нас – родная, близкая и братская страна. Каждый его успех – это наш успех. Мировое сообщество признало значение эпического наследия наших предков, которые в суровых условиях кочевого быта, частых военных столкновений сумели сохранить и донести до наших дней жемчужины культуры общечеловеческого значения. Наши предки внесли достойный вклад в мировую сокровищницу культуры человечества. Кыргызский народ вправе гордиться своим духовным богатством. Символично, что эпос Манас включен ЮНЕСКО в список шедевров нематериального культурного наследия человечества, судьбоносный для кыргызского народа год. Нынешнее поколение кыргызстанцев должны быть достойными своих предков, и они обязаны выполнить главный завет Манаса – сохранить единство и дружбу многонационального народа Кыргызстана, сохранить свою государственность, стать сильной, независимой и развитой страной. Мы должны сохранить то богатое культурное наследие, что оставили нам предки. Нам очень приятно, что в стране растет новое поколение манасчи, которое продолжает творческий путь Саакбая Каралаева и Джусупа Мамая. Французский мыслитель Виктор Гюго говорил: «Величие народа не измеряется его численностью, как величие человека не измеряется его ростом. Единственной мерой служит его умственное развитие и его нравственный уровень». Поэтому мы гордимся всемирно известным героическим эпосом Манас, который отличается с художественной, исторической, философской и идеологической стороны, а также сказителями эпоса. Сегодня бережно хранится наследие Манаса в общественном фонде Саакбай Манасчи, деятельность которого направлена на популяризацию эпоса Манас. Фонд выступает спонсором многих значительных мероприятий. К примеру, при поддержке фонда сняты несколько кинокартин. Как всем известно, фильм «Саакбай» получил награду «Золотой зенит» на кинофестивале в Монреале в категории «Лучший инновационный фильм». Национальное наследие для молодежи, чтобы какую эстафету передают другому поколению. Естественно, чтобы они знали, что, кто такой Манас, о чем он писал. Это своего рода как бы наставление. Наставление, да. Как у нас по-кыргызски называется мурас. То, что нам оставили предыдущие деды оставили наследие, мы должны сохранить и передать будущему поколению. Да? Фонд наш занимается воспитанием молодых манасчи, сказителей. Мы их постоянно проводим конкурсы и призы солидные выставляем, чтобы он был какой-то интерес. И, соответственно, еще плюс наши наставники. Монастырь руху для каждого кыргыза что значит? Без духовности нету ничего, мы считаем. Да? Ну, нас учат же Библия, Коран. И то же самое для кыргызов без Манаса мы как-то кыргызы как народ
исчезли бы, да, вот на это, как народности. Есть же у нас больше 2000 народностей есть, а у нас государство имеет около 200. Поэтому как государство, как народ мы сохранились из-за духа Манаса. Мы очень волнуемся, когда готовим каждую нашу программу и думаем о том, как она будет воспринята нашей аудиторией. Мы делаем свою работу бесплатно, потому что это желание исходит из нашего сердца. Мы увлечены своей профессией и работой. Иногда люди спрашивают, сколько сотрудников у Тюркел. Когда мы говорим, что 3 человека, они удивляются, что с таким маленьким коллективом очень сложно создавать 40-минутную программу каждую неделю, работать на новостных сайтах, публиковать печатные СМИ. Но Рамис Машадига-Санлы и Хокума Халилова с этим справляются. Всего в медиа Тюркел входит 10 различных СМИ, печатные, интернет-издания, теле-радиопрограммы. Давайте начнем с того, что такое патриотизм. Как вы это понимаете? В первую очередь это семья, дети. Где я родился, я постоянно перед ними чувствую ответственность и стараюсь служить им, семье, родному селу, там, району и так далее. Потом вот наш университет, это наш родной университет. Мы все должны быть, и студенты, и преподаватели, и сотрудники, все должны быть патриотами нашего университета. А вот это выливается потом патриотизм по всему Кыргызстану. Мы, конечно, должны быть в первую очередь большими патриотами нашей республики, нашей родной страны. А потом дальше есть не только мы замыкаемся вот в стране, там, в семье, в университете. У нас есть большой тюркский мир. Вот недавно мы весь тюркский мир как хорошо отметили 90-летие Чингиза Айтматова. Особенно чувствовалось вот патриотизм тюркского мира. Да, есть среди политиков разные течения, разные взгляды, разные позиции, но в целом народу тюркских государств, тюркских стран, это мы чувствуем единое целое. Мы должны быть в первую очередь патриотами своей семьи, своих родственников, потом своего университета, своей страны. Еще уважение, толерантность, дружба. Что это такое? Кроме основных знаний, они получают информацию по этой теме? Знаете, вот это очень сложная тема и сложная работа для современной молодежи и в современных условиях. Ну, понимаете, масс-культура, вот макдонализация и вот интернет, социальные сети, вот это все вот, отрывает от нас молодежь. Но мы стараемся вот держать при нас, потому что без них нашей Родины не бывает. Конечно, мы работаем. Есть работа большого масштаба и есть локального, вот, университетского масштаба. Из больших я бы отметил, вот в прошлом году, вы, наверное, тоже были свидетелями, мы провели здесь, по просьбе Тюрксой, мы провели здесь вот юбилейный, как раз юбилейное мероприятие Магзен Джумабаевулу. Как вы знаете, в прошлом году вот, Тюрксой объявил годом Магзен Джумабаевулу, там Чингиз Айтматов и так далее. Вот здесь мы собрались, из Казахстана приехали, с Узбекистана, с университета Манас. Из Турции приехали, кстати, вы тоже видели. В таких больших масштабных мероприятиях мы привлекаем нашей молодежи, есть аспирантов, и магистрантов, докторантов. Они видят и перенимают что-то. Наша программа называется «Мост дружбы». Нашим телезрителям. В этом мире, я как историк, как ученый историк, много пишу, читаю, думаю. В этом мире самое главное – это дружба. Если народу дружится, то президенты приходят и уходят, а народ остается. Поэтому я желаю всем народам мира большую вот искреннюю дружбу, чтобы они постоянно выступали в поддержку друг друга.
В свое время было подписано официальное соглашение между Пирамида ТВ и Медиа Туркел. Реализация совместных проектов, совместная творческая деятельность. Есть и другие совместные проекты, которые вы скоро увидите. Наш медиахолдинг «Пирамида» отметил свое 30-летие. Вступительной речью открыл юбилейное мероприятие Доорунбек Адаханов. Первое независимое телевидение медиахолдинг «Пирамида» был открыт 5 мая 1991 года, то есть до того, как Кыргызстан официально стал независимым государством. Его создавал Александр Романов, который зарегистрировал СМИ как раз 5 мая. Вещать начали уже к концу того года, и первые эфиры вышли на КТРК. В 2010 году, после апрельских событий, телеканал был национализирован и передан в ФУГИ. После этого в жизни телеканала начался трудный период, в который и была произведена ретрансляция телеканала РЕН-ТВ на коммерческой основе. В 2016 году, когда я пришел заместителем гендиректора, мы расторгли этот договор и начали создавать свой полноценный телеканал. В будущем мы хотим наш сайт развивать в соцсетях, включая YouTube-канал, Facebook, Instagram и не только. Благодаря сотрудничеству с международной медиа-организацией «Тюркел» в эфир выходят программы «Мост дружбы» и «Дипломат». Также в лице «Тюркел» открываются представительства «Пирамиды» с корпунктом в Турции, Азербайджане и Грузии. Стремительно развивается партнерство и со всеми посольствами иностранных государств в Кыргызстане. Кроме этого, мы заключили договоры с японским фондом и посольством Южной Кореи, у стран которых мы будем заимствовать сериалы, переводить на наш язык и выдавать в эфир. Также мы сейчас ведем переговоры с нашими турецкими друзьями, чтобы транслировать их сериалы с нашим переводом на телеканале. У нас в планах выход на международный уровень. С этой целью мы хотим иметь свои корреспондентские пункты во многих странах мира. Также мы не забываем и про свои регионы. Как я уже говорил, мы имеем свой корпункт в городе Ош, планируем открыть аналогичные пункты во всех остальных областях. В завершении своего выступления Доорунбек Адаханов отметил, пирамида – это как тот камень, что был добыт и потом обточен. И сейчас, благодаря стараниям нашей команды, я приложу все усилия, чтобы этот камень обрел изящную огранку, превратившись в истинную драгоценность. Наша конечная цель – дальнейшее укрепление дружбы, единства, солидарности и культурных связей между нашими странами. Есть такая поговорка – главы государств, правительства приходят и уходят, меняются, а люди, нация, общество всегда остаются. Поэтому тесные связи между нашими народами преобладают в мире – спокойствии, стабильности и взаимопонимании. Уважаемый Рамис Абасоглы и коллектив проекта «Мост дружбы» Достук Көрпісі, я искренне поздравляю вас с 100-м выпуском программы «Мост дружбы» Достук Көрпісі на телеканале «Пирамида». Я очень близко знаком с вашим проектом «Мост дружбы» и считаю, что главная цель этого проекта – это укрепление дружбы во имя мира, добра, межнационального согласия не только в Кыргызстане, а во всем мире. Вы выполняете очень позитивную, добрую задачу. Главная задача в вашем проекте – это поддержка национальной политики государства, а также воспитание молодого поколения в духе патриотизма, толерантности и уважения к старшим. Именно через ваш
проект, через вашу программу зрители узнают свои обычаи, свои традиции, свою историю, особенности той или иной национальной кухни. Я искренне и сердечно поздравляю вас с этой датой. Желаю вам всех благ и удовольствий в личной жизни, а также дальнейших творческих успехов. Уважаемый Рамис Аббасоглы, Ассамблея народа Кыргызстана в лице председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана академика Абдыганея Эркебаевича по ходатайству Общественного объединения Азери, азербайджанцев, проживающих в Кыргызстане, вы награждаетесь медалью Ассамблеи народа Кыргызстана за личный значительный вклад в деле укрепления межнационального согласия и мира в Кыргызстане, да и не только в Кыргызстане, а во всем мире и в частности в тюркском мире. Ваш вклад действительно значительный, позитивен, с чем я поздравляю вас. Спасибо. Спасибо, Азмалу. Я, Аслан Азимзаде, хочу рассказать, как я познакомился с заслуженной артисткой Киргизии Жылдызом Османалиевой. Один день посол Киргизии в Азербайджане позвонил мне и предложил спеть гимн Киргизии. Я, конечно, согласился. На этом мероприятии я познакомился с Жылдыз Ханум. И с тех пор у нас очень отличные дружеские отношения. Я желаю Жылдыз Ханум всего самого наилучшего, крепкого здоровья, творческих высот и, конечно же, жду в Baku. Sonda demək istərdim ki, əvvəla bu reportaj xüsusən Piramida TV və Dostluq Köprüsü verilişi üçündür. Bizim Azərbaycanlılarımız Qırğızstanda çoxdur, həmvətənlərimiz Qırğızstanda çoxdur. Mən sizin hamınızı salamlayıram, sizləri bağrıma basıram. Möhkəm olun, yaxşı olun. Sağ olun. Каждая из создаваемых нами программ для нас как ребенок. Мы взращиваем ее. Бессонные ночи, труд и желание создать еще один мост дружбы посредством этой передачи служит для нас стимулом в работе. И самое главное, возможностью для телезрителей телеканала «Пирамида» этой программой найти новых друзей в других уголках как нашей страны, так и зарубежья.
Наше преимущество в том, что аудитория говорит нам «спасибо». Слова благодарности порой очень важны. В то же время наша работа была высоко оценена нашими странами. Мы неоднократно были награждены медалями, благодарственными письмами, почетными грамотами первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за нашу деятельность, дружба, единство и солидарность народов Казахстана. Мы дважды стали лауреатами Тюрксой. Мы получили ордена, медали и почетные грамоты правительства Кыргызской республики и различных государственных структур. Мы продолжаем тесно сотрудничать с Ассамблеей народов Кыргызстана и Казахстана. Один из наших любимых проектов – отправлять позитивные, хорошие новости о Кыргызстане на турецкий телеканал Тек Румели, вещающий на Европу. Программы, транслируемые на канале «Пирамида», с интересом и энтузиазмом смотрят как на сайтах международного СМИ «Тюркел», так и на сайте медиахолдинга «Пирамида». Что это значит? Это позитивное признание и продвижение Кыргызстана за рубежом, а также продвижение этих стран с помощью рекламных программ, подготовленных странами, которые мы посещаем. Начинаем трансляцию еще одной передачи на канале «Пирамида», конечно, рассчитывая на поддержку руководства и сотрудников этого телеканала. С помощью нашей программы под названием «Дипломат» мы намерены дать импульс развитию и укреплению отношений между нашими государствами как в политической, так и в народной дипломатии. Благодаря этой программе мы планируем вести ее трансляции в Азербайджане, Казахстане, Турции, Узбекистане. Мы представляем вашему вниманию вводную часть нашей программы «Дипломат» и ждем ваше мнение и предложения. Мамедов на одном из узбекских телеканалов в Ташкенте, и мы выражаем ему свою благодарность. Салам, Кыргызстан! Салам, Кыргызстан! Передача «Мост дружбы» создавалась для вас. Наши двери и микрофоны открыты для всех. Все ваши предложения и нововведения мы принимаем от души. Пусть они будут полезны нашим телезрителям, Кыргызстану и другим братским и дружественным странам. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить наших телезрителей за их постоянную поддержку телеканалу «Пирамида ТВ» и сотрудников СМИ «Тюркел», которые представляют программу «Мост дружбы». Ваша моральная поддержка вдохновляет нас и побуждает создавать новые телепроекты. Желаем нашей стране открытого неба над головой, мира, спокойствия и стабильности.